Сейчас вот коллеги мои поднимают вопросы о социальных объектах, о том, что нужно строить садики, другие дошкольные учреждения. У нас вот тут такая ситуация складывается во Фрунзенском айлык-мөтү. Буквально недавно, 3 апреля 2018 года, мы вернули садики. У меня лично это процесс возврата садик в муниципальную собственность местному населению занял 2 года. И ранее там располагалась Кыргызско-научный исследовательский институт животноводства и пастбищ. И понимаете, что самое интересное? После того, как мы вернули этот садик, 2 месяца сейчас идет процесс передачи на баланс местного айлык-мөтү. Ученые наши проснулись и начали говорить о заново каких-то претензиях на этот садик. То есть они хотят вернуть его назад. Булгандача. Если получается, годами люди там ждали, 15-тысячный айлык-мөт, вот само село Комсомол, 4-тысячное население не может получить этот садик. Там десятилетняя война, переписка была. В итоге мы им возвращаем, и сейчас эти псевдоученые, прикрываясь вот как бы наукой, да, и какие-то определенные заинтересованные лица, говорят о том, что они там якобы какие-то исследования проводили, какие-то работы делались, а на самом деле это абсолютно было пустое здание. Вот у меня на руках документы подтверждающие, у них несколько таких зданий, под которые они брали международные кредиты, гранты. Вот у меня буквально вот есть документальное подтверждение, что в 2001 году 350 тысяч долларов грант получили именно эти ученые. Но даже ремонта в этом садике не было сделано. И вот такие вопиющие факты коррупции, почему-то наша борьба с коррупцией обходит мимо, и эти люди еще хотят каким-то образом заново сесть и заново зарабатывать деньги на наших социальных объектах. Я бы хотела попросить правоохранительные органы проверить их деятельность, разобраться и обратиться, здесь Аширбек Майдунович, вы же помните, я раз 5-6 мы с вами это обсуждали, да? Почему это сейчас опять происходит? Вкратце, Мундаулатата, там за этими псевдоучеными, за этой организацией скрывается очень большая аферистическая такая система, да? Там только во Фрунзенском айлык-мөтү порядка 300-400 гектаров земли распределялись частным лицам, которые в несколько раз дороже потом пересдавали в аренду тому же местному населению. Почему на это правоохранительные органы не обращают внимания? Чуйская прокуратура чем занимается? Сокулукская прокуратура. Почему народу не помогают? И вот таких вопросов очень много на месте. 2 жылдык менин перепискамды 2 жылдык жумушту деген азыр артка калтырып туруп буларга кайрып бергиле деп атышат да. Бул туура эмес нерселер болуп атат. Анан коррупциянын башы ошол жерде, ошол жактан издегиле. Чоң рахмат.